Все хорошо у нас. У нас сатурация хорошая. Позади-ка алкоголя, скоро мы домой пойдем. Услышать эти слова от медика мечтают все пациенты. Магомед Башир Катиев ждал этого почти месяц. Именно столько врачи боролись за его здоровье. Бронхиальная астма, 3-я степень ожирения, хронические болезни вызвали тяжелую форму опасного вируса, что в результате воздействовало на мозг. Исследования показали, что коронавирус убивает эритроциты, красные кровяные тельца, отвечающие за перенос кислорода. Мертвые клетки крови поражают нейроны мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода. Эти последствия испытал на себе Магомед Башир. Первую ночь я получил такую галлюцинацию, что начал воевать с властями. Начал с армиями воевать. Это мог я сон качахом. Ну, галлюцинации начались. Сухандец в этой горячке полжок. Что ты как угодно, оказался. Больные с легкой формой лечатся амбулаторно. Здесь же находятся со средней и тяжелой формой COVID-19. За все время открытия инфекционного отделения в Сужской районной больнице сюда поступило 66 больных с тяжелой формой инфекции. На сегодняшний день в медучреждении 43 пациента, 6 из которых подключены к аппарату ИВЛ. На данный момент 6 больных, 4 больных находятся на искусственной вентиляции легких, неинвазивной искусственной вентиляции легких. 2 больных с положительной динамикой. Остальные больные тяжелые, стабильные. В основном больные идут с онкозаболеваниями, сахарным диабетом. Такие больные, естественно, уже поступают с тяжелой, с этой картиной 3-й степени. С начала пандемии стены больницы покинули более 400 выздоровевших. Больных с положительной динамикой после ИВЛ переводят в палаты. На днях сюда перевели Ису Урсханова. От аппарата отключили, но кислород жизненно необходим пока не восстановившемуся организму. Иса отмечает, в опасный вирус не верил, пока не заразился сам, и настоятельно просит скептиков открыть глаза. Инфекция не миф, и состояние при ней ужасное. Температура. Дрожь, шили, постоянно потех долго, мимо догомания, садохлопцы, воздуха не хватало. Каждым днем хуже и хуже бывало. Левый доктор, дахтя, хастуша, лазы долы дышал, лордалы, вольно еще, само вышел, костючий. Ежедневно сюда поступает от 2 до 5 больных. Для них здесь развернули 60 коек. Недавно число увеличили еще на 30. Круглосуточно, сменяя друг друга, в инфекционном отделении работают 7 врачей. Сотрудники работают по часам. В основном это 6-часовой график работы. 6 часов работают, 6 отдыхают, снова выходят на 6 часов в смену. Вот, это в сутки. И так сменяются. У нас есть комнаты отдыха для желающих отдохнуть. Многие остаются здесь, находятся здесь, получают питание, отдельную комнату. Врачи, у кого дети, пожилые люди или сердечники, домой не спешат. Несмотря на то, что многие из персонала уже переболели вирусом, есть и те, кого он пока не коснулся. Впрочем, способ выработать антитела к опасной инфекции у медиков все же есть. Сейчас в нашу больницу поступила вакцина против коронавирусной инфекции. Нам, сотрудникам инфекционного отделения, предложили в первую очередь привиться. Ну вот мы начали прививаться. Очередная вспышка инфекции, которую специалисты прогнозировали еще летом, вновь охватывает весь мир. Но по сравнению с первой волной медики уже выработали основные методы борьбы с тяжелым недугом. Опыт приобрели ингушские врачи, отмечают в Минздраве региона. А прогнозы на ноябрь положительные. Ноябрь месяц экспертов говорят, что будет снижение заболеваемости. Сегодняшний день у нас есть схемы лечения, у нас врачи, медсестры подготовлены к этому. Мы определились с койками, сколько у нас потребность и сколько мы заложили. Если будет необходимость еще какие-то койки открыть, такая возможность у нас есть. На сегодняшний день больше 500 коек у нас открыто, а так мы можем открыть 1000 с лишним коек. Вторая волна заставила вновь уйти на карантин такие страны, как Германия и Франция. Жесткие ограничительные меры введены в Испании. В Чехии почти месяц действует режим ЧС. Обстановка в нашей стране пока стабильна, но маятник может качнуться в худшую сторону в любой момент. Единственный возможный способ остановить распространение инфекции – соблюдать простые меры профилактики. Сейчас основное, это что нужно делать, это носить маски обязательно, это почаще мыть руки. Грязными руками не трогать лицо, глаза, рот, потому что вирус именно садится на слизистые.
вот, не обниматься, не давать рукопожатий. На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по стране более 1,5 миллиона. Каждый день выявляют порядка 20 тысяч заразившихся. Чтобы цифра резко не пошла вверх и страну вновь не ждали очередные ограничения, в общественных местах введен масочный режим. А граждан просят лишний раз не пренебрегать правилами профилактики. Дана Плиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.